Итак, ребятки, вышли мы на улицу. Еще раз повторюсь, это поселок городского типа, который называется Усогорск. Вот такая елочка у них красивая. Сегодня очень холодно, минус 23. Сколько смогу, поснимаю. Вот это вот у них дом культуры и досуга. Такой вот. В общем, ребята, так. Поселок городского типа основан в 1968 году. В данное время население в этом поселке составляет 5153 человека. Вот. Основан вот был в 68 году, как говорю. Болгары строили этот поселок. И в 95 году, когда началась перестройка, болгары покинули этот поселок. Тут была, говорит, полная разруха в этом поселке. Они выкидывали все с окон, когда выезжали. Телевизоры, всю технику, мебель, в общем, все выкидывали, чтобы людям не досталось. И потом администрация этого Усогорска, то ли глава республики Коми, приказ такой, людям предложили жилье бесплатное, причем всем жителям Коми, кто по желанию может приехать и занять квартиры. Я тоже сюда приезжала, себе выбирала квартиру, но не осталась, потому что здесь не было на то время работы. Вот, а у меня две сестры, Лариса и Инна, остались тут, получается. Вот здесь у них какая-то площадь, я не знаю, как она называется. Скажите, пожалуйста, как эта площадь у вас называется? Да никак, просто площадь. Просто площадь, да? С Новым годом вас? Просто какая-то площадь. Названия площади нету. Там магазин «Пятерочка». Магазин какой-то, одежды. Очень холодно, ребята. Усогорск расположен на левой стороне реки, которая называется Мизень, река Мизень. Районный центр считается Усогорска, это станция Кослан. Там вот у них находится районный центр на этой станции Кослан. Поселочек такой, ничего, симпатичный, чистый, ухоженный. Дома только пятиэтажные, панельные дома. Все, высоких домов здесь, по-моему, нет. Ну, сейчас еще пройдем, посмотрим, что там. Вот такие магазины тут. Магазин «Вулкан». Это, наверное, охотник-рыболов, мне кажется, магазин. Санта-Клаус. Красиво. Ребята, я уже, конечно, замерзла, у меня руки уже вообще задубели. Ну, я, в общем, вам, ребята, вкратце рассказала историю Усогорска. Стройматериал. Да. Спросили, снимайте. Я блогер, мне можно. Я же вас не снимаю. Я снимаю достопримечательности поселка. Показываю, объясняю людям, своим подписчикам, какая здесь красота. Да. Я же вовнутрь не захожу, все нормально. Надо же интересоваться, правильно? Показываю, да, достопримечательности, красоту. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой канал. На ютубе сидите? Мама музыканта канал. Давай, удачи. Типа говорит, чего снимаешь? Я же не захожу в магаз. Не снимаю, да? Вон, дом такой прикольный. Такая постройка интересная, да? Идем в магазин, ищем магазин. Очень холодно, ребята. Какая-то котельная топится, что ли?
Мне можно снимать. Может, мы корреспонденты. Вот. Пивмак. Магазин Пивмак. Вот такой деревянный. Прикольный. Магнит магазин большой. Нормальный такой. Закусочная Югра. Красоту вашу снимаю. Вашего поселка. Ребята, вот такой вот дом красивый. Смотрите. Все заснежено. Люди какие-то тут что-то пугаются. Хотят, чтобы я снимала, наверное. Подошел один армян или азербайджан, не знаю. У него там магазин свой. Говорит, почему вы снимаете? Я говорю, имею право снимать. Вот кулинария такая прикольная. Вот так вот. Вот такие дома вот пятиэтажные. Одни пятиэтажки. Вот такая красота. Вот такой довольно-таки чистенький. Поселок летом тоже он ухоженный. Все красят вовремя, убирают. Все, ребята, красиво. Все чинарем, как говорится. Вот. Вот эта кафешка выглядит с этой стороны. Югра так. С этой стороны. Красота. Очень много снега. Все заснежено. Какое-то здание большое стоит. А, мы просто это обошли, круг целый сделали. А что это за здание такое? А что это у вас за здание большое вот это? Это магазин. А, магазин? Да. Усогорск называется, да? Да. Ага, спасибо вам большое. Дом ковров. Смотрите, какой оригинальная такая построечка дома. Салон красоты в нем причем. Мебельный магазин. Вот дом прикольный. Связь МТС даже есть. У меня уже руки вообще. Ворота такие прикольные. Дом собственный, что ли? Ой, не собственный, а дом этот двухэтажный. Такой интересный, да? Продукты вон там. Ребята, мы идем по частному сектору к церкви. Тут небольшая церковь стоит. Так красиво. Все заснежено. Такие вот дома. Кедры, видишь? Частные. Кедр? Да. Вот кедровое дерево, брат сказал. Кедр. Шишки, интересно, растут. Красиво. В сторону туда вот леса, там вообще здорово. Там классно. Сосны такие, великаны. Вот такие дома здесь большие, собственно. Горы. Просто сказка, ребята. Видите, в какой красоте люди живут. Прям среди поселка деревья такие, сосны. Сосна прикольная. Небо сегодня голубое у нас. Морозно. Братец мой там идет. Вот такие вот дома. Классные. Здесь у них речка протекает, которая называется, еще раз повторюсь, Мизень.
В ней очень много рыбы. Мой брат даже сюда приезжает, бывает летом, на рыбалку. Мы идем к церкви. Тут где-то церковь мы видели. Не знаю. Подошли мы, ребята, к церкви. Не знаю, работает она или нет сегодня. Красиво. Интересно, где тут главный вход? А, вот он там. В честь кого-то же должна быть названа церковь, да? Должно быть написано. Посмотрим, если... Вот там калитка закрыта. А в честь кого? Ну, такая небольшая, симпатичная церквушка. Во внеслужебное время храм открыт с 9 до 15. Может, здесь нельзя снимать? Ну, сейчас мы уберем. Сейчас я уберу камеру. Внутри мне, наверное, не разрешают. Вот так красиво. Такие дома. Частный сектор возле церкви. Красиво. Какие-то странные дома, двухэтажные собственные дома. Прикольно. Какой-то магазин рядом. Ребята, мы заходили в церковь, там не стали снимать. Зашли на территорию. Вот тут ясли. И положили сюда денежку. В церкви поставили свечи за здравие родных, близких, всех, кто нас окружает, всех, кто нам делал хорошее. За упокой поставили родных, близких и всех, кого мы знаем. Вот так вот на территории. Маленькая такая территория. Красиво. Еще раз покажем на фоне солнца. Солнышко сегодня так красиво. Прогулялись мы по поселку, ребята. Вот дома тут такие, пятиэтажки. Вот у сестры дом там. Вон там у сестры дом стоит, у Ларисы. Сегодня будем звонить, узнавать, можно ли к сестре Ине пойти. Она боится коронавирус. Ну, ей много лет уже. 68 лет, конечно, человек боится. Вот детский сад там вдалеке. Вот там вот детский садик. Вот такие дома. Там вот белый дом вдалеке. Сейчас прибавим. Его полностью обшили сайдингом. Образцовый дом с образцовым содержанием. Там, говорят, подъезды вообще шикарные. Там, наверное, шишкари живут. 100%. А для простых людей вот такие дома. Вот я вам, ребята, рассказала историю Осогорска. Вот в каком году она была основана. Что тут жили болгары. Но болгары не все выехали. Еще много тут болгар. Но в основном тут сидевшие, вот кто с зон освобождался, вот давали им, у кого не было своего жилья, все переезжали сюда, просто выбирали квартиры, просто ходили по домам, выбирали квартиры и заселялись, и так полностью поселок образовался. Людей сейчас пустых квартир вообще нету сейчас здесь. Так что вот так вот этот вот дом у моей сестры, она живет на 4-м этаже, вот этот подъезд. Вот там вот дом, вот этот дом. Там живет старшая сестра Инна. Ты заходи, а то замерзнешь. Ну вот так вот, мои хорошие.
На этом, мои хорошие, мы будем прощаться. На этой нотке. Очень холодно. Хотелось поснимать природу, сходить в сторону реки, но очень холодно. Туда километров 5, наверное, идти. Очень далеко, и я туда не пойду. Так что подписывайтесь на мой канал Мама Музыкантов, ставьте лайки, пишите комментарии. Видите, как холодно. Всем спасибо, кто был со мной. Всем пока, мои хорошие. Пока-пока.